желательно, чтобы это был хороший русский язык, не какой-нибудь, знаете, попытка перевести что-то в каком-то церковно-славянском, потому что это не стоит, наверное, этого делать. И термины должны как-то все-таки... Да, и с терминологией надо определиться, и вообще желательно составлять, так называемый, можно составлять что-то типа синонимического словаря, тезауса, то есть закрепить за каким-то термином определенные синонимы. Например, если это живые существа, то, например, существа или странники, или там и так далее. И если в будущем, на самом деле, когда я начинал эту группу, я надеялся на то, что у нас будет какой-то творческий коллектив буддийских околопереводчиков. То есть мы, может быть, в будущем сможем что-то с вами перевести, потому что работать группой это удобно. Я буду, конечно же, главой, не без этого. Ну, то есть, работать группой удобно. Мы можем сделать гораздо больше и гораздо лучше, потому что у нас у всех разные таланты, у кого-то может проявиться вот такой вот стихотворный талант. И поэтому надо создать вот такой вот глоссарий, и в то же время, чтобы это был не только глоссарий, который толковал бы значение, но и давал бы синонимы. Так, чтобы мы могли работать в какой-то, создать для себя какую-то, не знаю, алгоритм или парадигму, чтобы мы могли в этом работать как-то. А вы пытались такие слова делать? Я никогда не пытался, да, я вижу у вас назрело. По поводу алгоритма, парадигмы, тезауса и так далее. Не получится в этом случае избыточной привязки к форме? Дело в том, что в буддизме это всегда есть своего рода корреляция везде между формой и наполнением. Это всегда. То есть это всегда то, что происходит. И она никогда не бывает совершенной. Но как-то нам необходимо создать какие-то определенные рамки, то есть где это приемлемо. То есть определенные вещи мы переводим определенным образом так, чтобы смысл сохранялся. И тогда нам надо будет, и тогда мы сможем как-то, иначе мы просто будем переводить, у нас у всех будет отсебячено и не будет понятно ничего. А как интересно, с санскрита на тибетский переводили? Санскритский с тибетского на тибетский они так и переводили. Они составляли огромные словари. То есть они составляли огромные словари и термины терминологические, где так это переводилось. То есть, конечно, не все термины, но очень многие присутствовали. И многие, повторяю, то есть многие создавали сказки. Все равно переводы были различные. Но более-менее там можно было что-то понять. То есть термины все-таки какие-то? Да, я надеюсь, что мы с вами будем поступать в будущем, если мы доживем до этого, мы будем поступать так же. Потому что вот это любительское занятие тибетским языком, это все отлично. Но я надеюсь, что из этого будет что-то более серьезное, более хорошее. А в России не пытались так делать? Что делать? Вот такой же методики составлять. Вы знаете, переводчики большие эгоисты. Практически все переводчики большие эгоисты. Я имею в виду буддийские переводчики. Я не знаю, но вот буддийские переводчики это вообще это отдельный вид животных. Большинство из них огромные эгоисты, просто с неимоверным эго. Так вот, очень часто трудно договориться вообще о чем-либо, то есть о каком-то термине. Ну, это было бы логично. Ну, было бы логично, но для этого надо как-то, видимо, не знаю, как-то не хватило взаимопонимания. Авторитетный нужен кто-то, кто будет заверять, этот подходит сюда, этот подходит сюда. Какой-то вопрос. Хотя бы один аргумент в пользу стихотворного перевода. Почему нельзя переводить прозу? Ведь смысл все равно пропадает. При любом переводе, насколько был адекватный. Нет, любой перевод, слушайте, давайте не будем сейчас затрагивать теорию перевода. На самом деле это настолько сложно, русское стихосложение. Это во-первых. Во-вторых, действительно же было сказано, что нельзя сделать равноценный. Равноценный перевод никогда не получается, потому что любой перевод это интерпретация. Правильно. Да, ну я думаю, что стихотворный перевод, у него есть свои плюсы и минусы. Точно так же, как и в переводе прозы. То есть элементарно, когда мы читаем красивые стихи, если это, не дай Боже, красивые стихи, они западают. То есть, вот, например, читая Есенина, он довольно простенький же, особенно молодой Есенин, он легко западает в память. Он просто потом оттуда не вышибешь гадину. То есть, к чему это? Точно так же происходит из буддийской поэзии. То есть, если вы читаете хорошую поэзию, вдруг кому-то удастся написать что-то, она будет легко пониматься, легко восприниматься. Это облегчает. И более того, в буддизме, как и во многих других религиях, все-таки есть вот эти вот религиозные конгрегации, когда люди собираются и чего-то бормочут вместе. Местами это даже, это необходимо. И если у тебя ритмичный текст, то есть если присутствует какой-то
рифмованный, ритмичный текст, он читается вместе гораздо лучше. Более того, люди такие существа очень эмоциональные. То есть здесь очень сильная привязка к эмоциям. И текст, если он красивый, он может, так сказать, тронуть человека. В то время как у прозы, она, конечно, тоже может, но... Он ритмизирован, это не совсем стихи, но, по крайней мере... Это... Нет, я думаю, что так как в России, так как в русском языке сложилась традиция рифмованных стихов, я понимаю, что есть и белый стих, я понимаю, что есть и верлибр, мы не про это сейчас. Я к тому, что обычные стихи рифмованы. И желательно, чтобы буддийские стихи были красивые и рифмованные. Самый простой аргумент, двойной аргумент, даосский аргумент. Во-первых, синтаксическое выделение стихотворной речи, оно отличается от прозаической, в принципе, даже примерно так же, как отличается выделение разных языков. То есть одно и то же предложение с одной и той же информацией будут иметь разную структуру, разные выделения на разных языках. И второй аргумент, поэзия и поэтика – это область, она затрагивает те области мозга, которые близки к восприятию музыкальных фраз. А восприятие музыкальных фраз присутствует даже у существ вида Homo sapiens с поражениями головного мозга, которые создают предрасположенность к аутизму. То есть это неполноценное рождение с поражением головного мозга. И поэтому стихотворный перевод он более сострадателен по отношению к живым существам, поскольку он дает возможность тем, кто с трудом воспринимает обычную речь, воспринять поэтическую форму. То есть это не обязательно рифмованная структура поэтики, потому что тибетская поэтика отличается. Я боюсь, вы встретите жесткое сопротивление того класса существ, который называется римпочи или римпаче. Почему? Потому что Шила Римпочи сидит на лохана и выдает при мне на хорошем индусском языке, говорит, переводить нужно так, составить словарь жестких фраз, и чтоб ни один переводчик ни одно слово от себя. Я, подавившись в ответ, ему говорю, простите, Римпочи, вы получите бездарный русский перевод. Я попала срочно в разряд демонов. Кто это такой сказал? Шила Римпочи. На лохана. Какой Шиваларин? Шиваларин? Да, ну не может. Он на английском говорит? Он прекрасно по-русски говорит, когда хочет. Имейте в виду, что он только притворяется, что он ничего не знает, чтобы ему не задавали вопросы. Ну ладно, хорошо, мне видно, что Валя нормально, да? На английском как раз не говорит, а по-бурятски, по-русски он шпалит, дай бог. Сколько голов, столько умов. Нет, он действительно сильный. Так он власть в данном случае. Он скажет, ваш перевод не годится, пойдите вон отсюда. И все. А что касается Зорина, то он перевод на русском языке типа «мой миленький дружок, веселый пастушок, а сам Цаглен Генцо», как-то это, он впечатляет в дурную сторону. Так, давайте проанализируем по-быстрому это предложение. Что здесь не так? Здесь что-то не так, как мне кажется. Во-первых, чем мы сейчас занимаемся? Какую частицу мы с вами изучаем? Кто не помнит? Данные. И здесь вот этот пример, он будет указывать на время. То есть это пример, указывающий на время. То есть вот этот союз «и» или частица «дам», он где-то указывает нам на время. И вот в этом примере, смотрите, вот он. Видите? И в данном случае его надо переводить как только или сразу же. Как только или сразу же. И посмотрите, что у нас здесь с частицами, какие частицы где стоят. Задум стоит. Ту. Ту, почему он там ту стоит? Его можно как-то оправдать? Вот это вот ту, как-нибудь оправдывается? Когда у нас стоит ту? Второй падеж. Нет. А, Я не говорю сейчас, я говорю в морфонологическом смысле.
Не в семантическом, то есть не что он значит, а когда он ставится. Когда же он ставится? Гавадак. Да. Сасу гава трактар ту. Гава трактар ту. Трактар что такое? Это второй... Это постсуффикс. Да, да. Здесь есть у нас постсуффикс? Нету, как мы видим. Нету. У нас стоит суффикс. После суффикса «да» может стоять постсуффикс? Да, да, Саня, Янджуде, да, не нараласан, да. Не может он стоять. Почему там ту стоит тогда? Ту стоит только в случае, если у нас стоит постсуффикс «да». Здесь стоит суффикс «да». После суффикса «да» постсуффикс «да» стоять не может. То есть, чтобы стояло здесь «ту», здесь должна быть вот такая вот форма. Такого быть не может. Потому что «да», постсуффикс «да», после суффикса «да» не ставится. И почему же здесь тогда «ту»? Оно не оправдано. Что здесь должно было быть? Кёрджун чеду сон, скорее всего так. Ну что, давайте переводить. Все написали? Написали? То есть я вот переписал точно так же, как в учебнике, у него здесь не совсем, я не согласен с этим «ту» здесь. Шопа как переводится у нас, кто-нибудь знает? Утро. Утро, да, шопа. У вас в примере было написано «щок», но лучше писать «шопа». Почему? Но вообще тибетский, как и многие другие языки, он стремится к двусложным словам. Щопа, ама, лама, бише – это удобно. Трехсложные слова уже менее удобны. Четырехсложные слова, они удобны, но слишком громоздкие. Все, что больше 4 слогов, уже сложно. Чем плохие односложные? Односложные, я так понимаю, что слишком много возникает амонимов, то есть будет очень много амонимичных каких-то конструкций. Да. А если бы мы хотели поставить падежную частицу после, то после «па» мы бы также без проблем ее поставили, правильно? Какую падежную частицу? Их много. Не знаю, в зависимости от случая. Ну, например, частицу родительного падежа. «Пе» получилось бы, да? Ну, еще «п» можно было бы, да, но здесь она не нужна. Здесь мы Не говорим о другом. здесь, не об этом примере речь, да. Яр, что это такое? Не знаете, да? Хорошо, я переведу. Давайте я переведу, мы не будем здесь останавливаться. иначе Он встал. мы никогда не закончим. Щопа, яр, лампа. Лампа – это прошедшая форма глагола «вставать». Яр – это вверх. Яр лампа значит «вставать». То есть щопа, яр лампа, дам. Дам я говорил, что переводится как только, сразу же. То есть получается, это здесь у него наставление. То есть кто-то здесь ему в императиве говорит, то есть вот он говорит «сон», последний глагол «сон». Это может быть и прошедшая форма глагола «идти», но, скорее всего, это форма поверительного наклонения. «Иди, отправляйся». «Щопа ярламба там». Как только встал утром, как только поднялся утром, то что надо сделать? «Кёрджон чеду сон». Отправляйся, вот это вот «ду», видите? Соединяет два глагола. «Иди» и «делать». Видите? «Кёрджон» делать. Сейчас мы узнаем, что такое «кёрджон». А вот здесь вот «чеду сон», вот это вот надо понять сейчас. То есть отправляйся делать что-то. И вот для того, чтобы соединить вот эти два глагола, вставляется обычно ладонь. В разговорном языке вставляется другая частица, мы ее будем проходить позже, когда будем затронем уже разговорный язык. Здесь же в письменном необходимо это запомнить раз и навсегда, потому что это очень важно, что вот эти вот частицы ладони, они соединяют глаголы и могут переводиться как «для», «ради». То есть, что делать? То есть, отправляйся делать что? Кёрджон. Кёр, первый глагол, это повторять. Теперь, смотря вот на этот глагол, кёр,
Как вы думаете, как у него, какие формы у него будут? Какие у него формы будут? Что у нас будет в будущем времени? Будущее время. Настоящее. Что будет прошедшим? Кто-нибудь подскажет мне? Что будет прошедшим? Концерт. Нет. Опа. Кадан Сани Янчу Дедани на Сани Канава Марчу. Не будет там са. Да. После раз Сани ставится. Кяр. И дальше какая будет поверительное наклонение? Как вы думаете, как будет писаться? А? Что-то молчание какое-то. Как? Будет кер, опять вот эта же форма настоящего времени будет, потому что сами ставится, да не ставится, а народ сохранится, типично сохраняется. И вот смотрите, получается, кер это повторять. Глагол выпишите, я уже говорил, помните, составляем отдельный списочек, заучиваем наизусть. Написали? И смотрите, второй глагол джом. Что такое джом? Какие значения имеет джом? Мы проходили с вами уже 100 раз. Если не помните, смотрите словари. Будем смотреть словари до тех пор, пока не запомним. Надо запоминать. Эти глаголы надо запоминать обязательно. Ну же, что это значит? Очищать. Учить, очищать, два значения. В данном случае это учить. Кёрджон повторять, учить. Что это значит, кёрджон? Скорее всего, повторять. То есть имеется в виду, утром, как только встанешь, сразу иди повторять. То есть повторять, ну, по всей видимости, пройденный урок. Кёрджон чеду, сон. Вообще в Тибете очень часто тексты заучивали наизусть, то есть не очень часто, а практически всегда это и делают, заучивают их наизусть. И поэтому повторять и учить это совершенно естественно идет вместе. Записали? И вот здесь вот мы писали этот длиннющий пример для этой частицы. После чего она стоит? Я вижу, кто-то там шепчет губами, не слышу ничего. Так после чего она стоит? Показатель факт. Нет, в данном случае это глагол. Это то, что я хотел спросить. То, что я хотел услышать. Она стоит после глагола и переводится как? Как только сразу. Да, то есть как только сразу, только после глагола. То есть в данном случае она стоит после глагола и обозначает как только сразу. Но глагол с именной частицей или? Па в данном случае, я не знаю, мне трудно сказать. Это не именная частица, я думаю, это составная часть. Может быть, ну нет, я думаю, давайте просто будем воспринимать вот эту вот па как часть глагола, пока не будем ее выделять как именную частицу, потом не оберемся, я боюсь. И глагол, вот это сейчас я напишу глагол джом. Сейчас я его напишу, мы его писали уже один раз, у вас где-то он должен быть, выписывайте в отдельную тетрадку. Я сейчас его напишу снова и перейдем к другому примеру. Написали все? Давайте будем вспоминать, как он сейчас будет у нас впрягаться с вами.
как вот этот глагол don't должен у нас будет с вами написаться. Смотрите, это настоящее время. В будущем как он будет? Понятно? А в прошедшем? Что у нас добавилось? Просто вот здесь вот ба перед этим корнем быть не может. Она и не пишет. И что у нас будет в культике, что у нас будет в повелительном уклонении? Это понятно? Как только напишите, скажите мне, я напишу второй пример, потому что нам надо двигаться дальше. Написали? Да. Все, я стираю. Значение помните? Учить, очищать. На следующий раз вы вспомните это глагол или нет? Потому что посмотрите потом в записи, мы его с вами уже писали один раз. Минимум один раз. Давайте переводить. Что у нас получается? Получается у нас что-то? Кстати, жаловались на качество. Кстати, и не видно сейчас. Дернули штатив, теперь не видно. Жаловались на качество видео. Какого имени? Я не знаю, и кто-то там написал в комментах. Может быть, ютубовская? Ну, в Ну, смысле, может быть, трансляция. ютубовская. Может Потому быть, что да. мы ставим низкое качество, иначе Не ставим глючит. низкое качество, да? Ну что-то кто-то жаловался, какая-то девушка жаловалась, что совершенно никакого качества, ничего не видно, я не знаю даже, что сказать или сделать. Ну, вот Спрашивали, может быть, у нас плохая камера, да вроде у нас хорошая камера. у нас плохой интернет сейчас, плохой это интернет. факт. Да. Попробуем сделать уже к следующему году, тут нормально проведем тогда. И тогда Попробуем, можно да. ставить А нормальное сколько это качество. будет стоить? Это будет все равно дешевле, чем Ну, мы мобильный потом поговорим об использовать. этом. Наверное, надо что-то менять, потому что если у нас видео получается плохое, то Нет, вот это видео получается хорошее. Нет, это получается хорошее. Я имею в виду, если у нас трансляция получается в плохом видео, наверное, это не очень хорошо. Не видео, а в плохом качестве не очень хорошо. Что у нас здесь получается? Нема что такое? Солнце. Солнце. Щава что это такое? Восток. Встало. Это, нет, щава это восток. Почему? Это однокоренные слова. Восток это потому, что там восходит солнце. Щарва это прошедшее время от глагола чар. Светить. Нема щарва дам. Что я вам говорил? Как мы переводим здесь дам? И что получается? Едва взошло солнце. Как? Едва взошло солнце. Вот, едва взошло солнце, как только взошло солнце, что? Лубдзи кто такой? Что это такое? Что у нас это значит? Ну, кто-нибудь там нашел?
Как? Нет, это нет. Лук это баран. Нет, это вряд ли незаконный ребенок. И здесь у нас еще стоит какой падеж? У нас еще и падеж стоит. Какой родительный падеж? Где здесь родительный падеж? Мой, где здесь родительный падеж? Что получается? Кто такой Лукдзи? Что это? Смотрите. Вот если бы канон Будды переводили с такой же скоростью, я думаю, его все еще переводили. То есть, если вы с такой скоростью переводите простые стихотворения, а что будет, если вы их еще в стихотворной форме будете переводить? С такой же скоростью еще и стихотворно. Ну кто здесь у нас подающий надежды? Есть кто-нибудь? Что это у нас получается? Я смотрю, вы сегодня без словаря? Я вместо словаря взяла Библию, знаете, она одинаковая. Библия, вот! Братья, знак там был! С полки нечаянно кто-то Ничего, наверное, сильно, конечно. спала просто. Хорошо, что-нибудь нашел? Пастух. Пастух. Лукдзир. Чтобы стать пастухом, имеется в виду. Лукдзирджо, то есть идти в пастухи, имеется в виду идти пасти. Не мащар вода, лукдзирджо. То есть как только встанет солнце, пойдем куда? Пойдем делать что? Пасти. Пасти кого? Удец. Понятно это все? Вообще все понятно? Кому что непонятно? Но мне на самом деле очень много непонятно. А вот здесь получается пастух. Пастух, да. То есть целиком слово, а «цы» в данном случае оно как бы... Это такой вид эллипсиса, то есть он здесь много чего опустил. Лукдзирджо это буквально идти в пастухи. Ну, вот в русском тоже, но на самом деле, когда мы говорим в русском идти в пастухи, имеется в виду, чтобы идти для того, чтобы стать или быть пастухом, или идти для того, чтобы выполнять функцию пастуха, или идти для того, чтобы выполнять работу пастуха. То есть вот здесь вот он срезался. Он сказал, Лукдзирджо это понятно, это доступно. То есть я когда говорю, пойдем в пастухи, имеется в виду не значит пойти в народ, или в пшеницу, или в кукурузу, имеется в виду пойти в пастухи и быть пастухом, или выполнять функции пастуха. Понятно? А можно сейчас прочитать это? Нима Шарвадан. Как только встанет солнце, Лукдзирджо, пойдем пасти барана. Очень прозаично, очень по-турецки. Все? Да. Так, у нас глагол был с вами. Пишите, заучивайте глаголы. Учите глаголы. Вот это чар. Это какое время у нас будет? Настоящее. Посмотрите, во что у нас превращается ча. Ча у нас превратилась в ща. То есть ча это у нас, если не ошибаюсь, это африката, превратилась в шипящую. Это нормально? И что ненормально? Ненормально то, что я написал. Извините, это прошедшее время. В будущем времени это снова ча. Вот так. Он повторяется. Перенесите сюда. И это, наверное, первый глагол, который нам попался, у которого нет чего? Повелительного наклонения. По всей видимости, приказать засветить невозможно было. Засвети. Видимо, для тибетцев это, для тибетского языка это было невозможно. Поэтому чар, будущее чар, настоящее чар, прошедшее. Хорошо? Понятно? Написали? Значение светить или Светить, проявляться, восходить. А много таких недостаточных глаголов? Или это условно? Много.
Приблизительно, я думаю, 30%. Это условная семантика? Дело в том, что это так называемый, мы будем проходить потом, это сложный момент грамматики. Глаголы в тибетском языке делятся на два вида. Есть два класса основных глаголов. То есть первый класс – это намеренный и ненамеренный. Второй класс, он делится по, как бы так сказать, это не то, что переходный и непереходный глагол, это глаголы, где присутствует отдельный деятель или он не присутствует. Эргативный и неэргативный. Да, это эргативный, но дело в том, что эргативные и неэргативные бывают языки. Эргативные и неэргативные глаголы, я такого термина не слышал. Вы условно. introducing something, как говорится, new. Нет, я имею в виду, что если... то есть, Тибетский язык эргативный. Hello. Да, но я просто хочу сказать, что глаголы, которые сочетаются с эргативным, и не сочетаются с эргативным. Вот, наверное, да, как-то так можно. Но просто у них подход был с другой стороны. Они говорят о том, что если деятель и объект действия, то есть вот субъект и объект, если они неразделимы, это один вид глагола, и он не маркируется показателем эргатива. Ежели в глаголе, то есть если глагол, то есть у него связь такая, то есть у него есть субъект и есть объект, субъект и объект различны, и субъект маркируется показателем эргатива, то это глагол какой у нас будет? Это будет глагол с деятелем, так сказать. Ну или субъект. Субъективный и объективный глагол. Я не знаю, как это назвать. Я вот до сих пор нормальной терминологии не слышал. Может быть, я плохо читал. То есть там получается не по эргативу, а не скорее по валентности. А по абсолютиву. Ну нет, дело в том, что в одном-то месте эргатив есть, показатель эргатива есть, а в другом месте это абсолютив, да, там нет ничего. Ну, то есть там... Вот если вы будете ходить на наши занятия в будущем, мы дойдем до этого момента, и я буду это объяснять. А сейчас же пойдемте дальше, будем учить нашу замечательную традиционную тибетскую грамматику. Я надеюсь, вы что-то запоминаете, потому что я никогда ни разу не видел, что вы что-то писали. Дальше смотрите, у нас была следующая функция, как называлась, как я переводил это, помните? Ну, если не помните, смотрим. — 19:45. У нас с вами чуть-чуть времени, так что давайте смотрим. Собирание, разделение, причины и период времени. А еще? Еще дамы, да? Дома, как переводится дома? Мы писали, должны были писать, я говорил об этом. Это наставление. Наставление дома, как устные наставления. Так вот здесь это обозначает под наставление, имеется в виду, когда кто-то кого-то наставляет или побуждает сделать что-то. То есть, по большому счету, это частица императива, частица побуждения. Побудительная частица. То есть, смотрите, здесь примеры сейчас будут. Что здесь написано? Какие части речи вы здесь видите? Ну так что у нас получается здесь? Я так понимаю, все остальные просто вышли на каникулы, да? Судя по тому, сколько человек приходит, все уже вышли на каникулы. Ну там то одно, то другое.
Фрейд, видишь, это мандала, все люди рассеялись. Ничего, ничего, скоро придет скучная осень. Да, вы были сегодня на улице. Как Да, вам? будут дожди и тибетский язык. Тибетский язык и дожди. Перемежающиеся туманами. над Невой. Я чувствую, к осени надо будет вводить обязательно чаепитие. Иначе сюда никого не заманишь. Учись, что ли? Боже мой, если бы у меня была концерт... Боже, я бы вам вырезал звезду сейчас. Лек Парр, что это у нас? Парр на что указывает? На речи? Лек Парр, как? Хорошо. Лоб какая форма глагола? Повелительная. Это императив. Дам частица. Дам в данном случае это частица побудительная. Она указывает на императив. Теперь смотрите, я напишу, вот это какое-то, какая форма глагола? Настоящее. Что это? Будущее. А как будет прошедшее? Прошедшее. И как у нас будет кульцик, как у нас будет повелительное? Это что за у вас интересная такая книжица? Ой, слава Богу. Вот такие вот должны быть. Пишут, выписывайте отдельно, пожалуйста. Выписывайте отдельно и повторяйте. Без понимания глаголов, без понимания того, как они изменяются, мы не сможем потом ничего перевести. То есть мы сможем, конечно, в словаре, но если мы захотим вживую в тексте, мы не сможем. Поэтому надо заучивать язык. Как только рано утром встал, иди и учи. Иди и заучивай формы глагола наизусть. Можно перевести русскую фразу «мойте руки перед едой». Мойте руки перед едой. Ну, здесь не совсем так. То есть мойте руки перед едой, здесь не будет частицы «дам». Здесь не будет того, что как только есть, так сразу мойте руки. Ну, немножко другой смысл получается. Мойте руки перед едой, это чуть-чуть другое. Написали? Можете произнести? Что произнести? Предложение. Ага, лепар лота. Вот, спасибо, напомнили. Смотрите, как произносится эта частица в современном тибетском языке. Тибетцы иногда, когда пишут вот эту частицу, некоторые из них, как и в всяком народе, есть не очень грамотные люди, они пишут ее вот так. Что это у нас? Так. Какой тон? Высокий. Придыхания есть, нет? Нет. Что это значит? Вот, да, это второе действие. Если вы не знаете, что это значит, а я стою и жду, значит, что надо сделать? А то мы занимаемся уже больше полугода, а у вас все еще замешательство. Когда я спрашиваю, что это значит, все сидят и пытаются из ниоткуда достать какое-то знание. Смотреть, да. Это не глагол смотреть, это глагол смотреть или первый слог воззрения. Воззрение взгляда. То есть здесь это не может стоять никак. Но что это значит? Эта ошибка указывает нам на то, как фонетически это сейчас произносится. То есть вот это в каком тоне должно произноситься? В низком не произносится. Произносится в каком? В высоком. Более того, что у нас произошло? Если у нас «да» превратилось в «та», что произошло? Как лучше видно. То есть получается «та». И получается, если читать это вот так вот, как приблизительно получается, в современном тибетском, получается «лек-пар лота». Лота. Видите, «та» получается.
То есть это к тому, что это уже мы тихонечко приближаемся к современному разговорному тибетскому. Вот этот дан, знаете, что если вот кто-то произносит ляг парлопта, это значит дан, это значит указывает на повелительное наблюдение. Пойдемте дальше. У нас осталось чуть-чуть времени, давайте дальше будем. Закончим сейчас с этой частицей и разойдемся. А вообще-то, знаете, давайте здесь остановимся. Дальше начинается новый раздел. Ну вот я напишу еще один пример просто, и на этом остановимся. Потому что нет смысла начинать новый раздел. Мы начали чуть позже. Можно не задержаться намеков, понимаете? Спасибо за ваши намеки. И все же. Как чистого сердца намекает, что мы готовы. Я от чистого сердца отказываюсь от вашего предложения. Спасибо. Давайте перейдем вот это. Давайте переведем сами. Здесь всего-навсего два слова. Вообще-то можно перевести «запомни», Да. то, что схватил. А буквально? Схватил, ну, Да, Ида Сундар, ну единственное, что здесь не так? Посмотрите еще раз. Чем у него, посмотрите по словарю, чем у него выражена, какая это форма глагола? Прям найдите у себя в словаре. Сможете разобраться? явно не прошедшая. Прошедшая. А должна быть? Должна быть какая? Повелительная. А почему он пишет прошедшую? Зачем он это делает? Зачем он это делает? Идла Сундар, буквально он говорит, держи в уме. То есть запомни. Идла Сундар. Или удерживай в своем уме, в своем сознании, запомни. Здесь можно и так перевести. То есть в некоторых случаях лучше, конечно, будет звучать удерживай в своем уме. В смысле, что помни, то есть всегда держи в своем уме и так далее. Иногда можно перевести как запомни. Теперь смотрите, мы напишем еще вот этот глагол. Еще раз можно произнести? Вот этот будет как у нас правильно? Какой тон будет? И. Ила сунда. И. То есть здесь ид не надо говорить. Ила сунда. Написали? Да. Стираю. Смотрите, теперь давайте разберем этот глагол. На сегодня это последнее, что мы сделаем. Какая форма? Настоящая. Обычно, если где-то преподается А, скорее всего, это настоящее или будущее. Процентов 60 это настоящее, процентов 40 это будущее. Дальше смотрите. Что у нас произошло снова? Что у нас произошло с корневой? Она поменялась. Была «дз», стала «с». Смотрите, какая. В будущем что у нас стоит здесь? Вот в такого рода глаголах в будущем будет «га». А в прошедшем
Ба. Вот запомните, смотрите. 3 предписные. С такого рода глагола здесь будет а, здесь будет га, здесь будет ба. И вот это вот у нас что? Поверительное наклонение. Что здесь должно было быть написано в предыдущем примере? Вот так должно было быть написано. А почему же написано иначе? Ну, потому что пишет он так, что же я могу сделать? А, то есть это ошибка? Ну, это не ошибка, это скорее всего, я так понимаю, что это приемлемо, можно так делать, но лучше делать вот так. А если бы там не было дан, то это оно сохранило бы свой смысл? Да, конечно. Это было тогда едла сум, то есть кто-то там запомнил. Ну, например, или вот, то есть сум в форме повелительного наклонения, если бы оно там стояло. Да, можно, да. Да, сама по себе форма указывала бы на повелительное наклонение. Но да, оно придает больше императива, то есть сразу понятно, что это императив. Написали? Но вот на этой очень, я бы сказал, символичной ноте едла сунда мы с вами на сегодня заканчиваем. Следующее занятие у нас по графику. 25-го будет последнее. Если у вас есть какие-то знакомые из нашей группы, которые пропускают наши занятия, необходимо на них воздействовать. Jambe babo jidar kepada kudo samote ande jende ande na kuge jido na loje kewadi na jero mo ande zoje ba kewadi je mubaga na chodo na wadi ande yenge le zawadi gyanga so bo jojo ro tu mo wareги. Спасибо.